Всем привет, с вами Вантала. Сегодня мы систематизируем самые популярные женские манипуляции. Манипуляции для женщины – это способ повлиять на других людей, в частности на мужчин, и таким образом от них чего-нибудь добиться. На 10-м месте у нас очень популярная манипуляция «ты эгоист». Ну, начнем с того, что любой живой организм на Земле следует собственным гормонально-инстинктивным мотивациям, которые заставляют его совершать те или иные биологически оправданные действия. То есть, по умолчанию, все и каждый действует в своих интересах, следовательно, де-факто являются эгоистами. Тем не менее, особенность матриархального воспитания мужчин заключается в том, что мальчикам с раннего детства прививается комплекс общей мужской вины и предписывается перманентное деятельное раскаяние в ней. Оно может заключаться либо в каких-то конкретных действиях, полезных государству или определенной женщине, так и в отказе от совершения каких-либо действий, направленных на реализацию уже собственных интересов. В результате обработанные системой мужчины очень остро реагируют на обвинения в эгоизме. Они в большинстве своем привыкли чем-то жертвовать, быть по сути козлами отпущения. А в чем же выражается эта манипуляция? Обычно в процессе межполового спора за какие-либо интересы, ресурсы, к примеру финансовые, семейный бюджет, например, женщина в качестве одного из последних аргументов может озвучить: «Ты эгоист, ты всегда думаешь только о себе, жена уже второй год в старой шубе ходит, а ты решил там резину поменять к зиме, на лысой тебе, видите ли, не ездится». То есть от мужчины ожидают, что в ответ на обвинение он займет какую-то хитрую позицию, начнет гордо бить себя пяткой в грудь и доказывать, какой же он альтруист. И откажется от своей позиции в споре, уступит женщине. При этом мы-то с вами помним, что предмет спора нужен и женщине тоже, причем как раз все-таки для использования в своих личных, вполне себе тоже эгоистичных целях. Я приведу очень известную цитату на эту тему. «Не нужно бояться этих обвинений. Женщина может назвать тебя эгоистом, а через 5 минут альтруистом. Ее оценка ничего не значит, потому что логика здесь крайне примитивна. Сделал, как хочет она, значит ты молодец, настоящий мужчина. Не сделал, значит эгоист». Как бороться с данной манипуляцией? Естественно, методом словесного айкидо. Нет смысла в ответ обвинять саму женщину в эгоизме. Это только накалит обстановку. Тем более она и так знает, что она эгоистка. Ничего нового вы ей не скажете. Просто признайте справедливость обвинения, и это избавит вас от дальнейшей словесной перепалки. Скажите: «Да, я эгоист, ничего не могу с собой поделать. Был эгоистом и останусь эгоистом». На 9-м месте у нас очень популярная манипуляция истерика. Это переживал каждый мужчина. Закатывая истерику, женщина играет на своем поле и фактически затаскивает на него мужчину, эмоционально взвинчивая и себя, и его. Это выводит мужчину из состояния эмоционального равновесия и мешает мыслить логически, объективно оценивать ситуацию и, самое главное, истинные мотивы женщины. Давайте рассмотрим, как это происходит. Дело в том, что женщина, закатывая истерику, самостоятельно инициирует интенсивную работу миндалевидного тела мозга, которая начинает обильно выделять нейромедиаторы агрессии. Кстати, в свое время профессор Савельев, в шутку разумеется, предлагал перед замужеством выжигать невестам ультразвуком миндалевидное тело полностью. Так же, как это сейчас делают с цирковыми полярными медведями, чтобы радикально купировать агрессию и защитить дрессировщика. Но вернемся к истерике. Этот процесс носит циклический, лавинообразный характер. Если женщину не остановить, дать ей плыть по течению своих эмоций, ее состояние очень быстро дойдет до аффективного, со всеми вытекающими из этого неадекватными действиями, вплоть до нанесения вам тяжких телесных повреждений, за которые женщина, конечно же, потом не понесет ни малейшей ответственности. Во-первых, потому что женщина, а во-вторых, потому что сошлется на аффект. По сути, закатывая вам скандал, женщина действует подобно скандинавским берсеркам, которые специально распаляли себя перед боем.
Так вот, подобное женское поведение во времена патриархата решалось предельно просто – банальной пощечиной или более серьезным рукоприкладством. Дело в том, что лимбическая система человека, которая, собственно, в основном и мыслит женщина, очень чувствительна к воздействию на нервные окончания. Именно поэтому, например, маленькие дети сразу начинают реветь, когда их шлепают. То есть это реально работает. Но, сами понимаете, шлепать взрослую женщину в матриархальном правовом поле чревато уголовным преследованием. Поэтому противодействовать этой манипуляции нужно иным образом. И если женщина закатила вам истерику, не пытайтесь ее переспорить или переорать. Это не имеет смысла, поскольку вся ваша аргументация будет строиться на логике. А логические доводы могут быть обработаны только неокортексом. У женщин неокортекс в принципе работает довольно слабо, а в момент истерики сигналы до него не пройдут через мощную блокаду бушующей лимбической системы. Не сотрясайте зря воздух, игнорируйте. Немедленно заканчивайте разговор и физически дистанцируйтесь. Погулять, в бар, к друзьям, все что угодно. И обязательно сразу сделайте для себя выводы на будущее. Если такое поведение женщины станет систематическим, отношения с ней лучше всего закончить. Женщин в мире очень много, а вы у себя любимого один-единственный. Берегите нервы, не связывайтесь с истеричками. На 8-м месте у нас одна из самых подлых манипуляций – манипуляция, провокация ревностью. Это тот случай, когда женщина наглядно вам показывает или искусственно имитирует ухаживание другого мужчины. Ну, например, специально светит переписками с другими мужчинами, сбрасывает звонки. В клинических особо запущенных случаях женщина даже может сама себе купить букет. Цель данной манипуляции – это вызвать у мужчины ревность, стимулировать его внимание и активность по удержанию отношений. То есть баба ожидает, что, узнав о наличии конкурента, вы сразу начнете активно оленить, ухаживать, добиваться, дарить подарки и заниматься прочими глупостями. Ну, самое главное, как к этому относиться. Во-первых, надо понимать, что такое конкурентное поведение априори не свойственно стайным хищникам, таким как Homo sapiens. Обычно скрестить рога за самку любят травоядные – олени, лоси, прочие парнокопытные. А Homo sapiens – это высший примат. Приматы – хищники. Это легко доказуемо наличием у всех у нас клыков. А в обезьяньей стае работают совершенно другие механизмы межполового взаимодействия. Далее. Бабы, подбивая мужчин на конкуренцию между собой, очень часто апеллируют ко временам светлого средневековья, когда рыцари якобы бились за дам. Но при этом они напрочь забывают одну очень важную деталь. Те дамы, в отличие от наших с вами современниц, носили пояса верности и хранили целомудрие. Рыцари бились не за сам доступ к телу, а за право первенства. Дело в том, что жажда первенства – это нормально для высокорангового мужчины. А когда мужчина начинает оленьи бои за бабу, в которой пол Китая побывало, со стороны это смотрится, как если бы несколько бомжей на помойке дрались за потухшую полуобглоданную куриную кость. Помните, гордый высокоранговый мужчина никогда не будет конкурировать за чужие объедки. Как же противостоять данной манипуляции? Ну, это сильно зависит от того, какой вы задали формат отношений с самого начала. Помните, да, вот четко по Селезневу. В самом начале отношений мужчина сразу должен задать формат отношений. Так вот, если это свободные отношения без обязательств, можно немножечко подыграть бабе, показать свое равнодушие, или еще лучше отзеркалить ситуацию, проведя время с другой бабой. То есть, по сути, дать бабе понять, что она не представляет для вас существенной ценности, чтобы за нее еще конкурировать. Но, если вы изначально с бабой договаривались на строго моногамные отношения, нужно только один раз жестко с ней поговорить. Напомнить, что вы не на это договаривались, и в случае повторения этого прецедента отношения сразу закончатся. Если баба окажется непонятливой, сливайте ее, не дожидаясь, пока вам наставят рога. Помните, женщин вокруг очень много, а ваше мужское достоинство у вас одно. Не позволяйте потирать об себя ноги.
На 7-м месте у нас манипуляция «Нам нужно расстаться». Данная манипуляция является ультимативной формой другой манипуляции «Ближе, дальше», о которой мы с вами уже говорили. Это своего рода последнее китайское предупреждение. Цель данной манипуляции – это радикальная инверсия доминирования. То есть в этом случае женщине надоело играть демо-версию, и она хочет заявить свои права на холопа в лице мужчины. В случае прогиба из бедолаги можно будет вить веревки. И чаще всего в результате этой манипуляции женщина может добиться существенного упрочнения своего положения. Например, затащить мужчину в ЗАГС или заставить завести ребенка, ну и масса других женских хотелок. То есть, если вы услышали от бабы «нам нужно расстаться», значит, она хочет от вас очень крупной уступки, которая существенно ущемит ваши мужские интересы. Также следует отличать эту манипуляцию от реального расставания. Если женщина реально уходит, то чаще всего делает это по-английски, не попрощавшись, и только потом постфактум приезжает за вещами, ну, как правило, уже от нового любовника. Как вы сами понимаете, это типичный принцип ветки. Женщины не любят уходить в никуда. Как с этой манипуляцией бороться? Ну, необходимо следовать принципу открытой двери, четко по Селезневу. Не вступать ни в какие переговоры с террористкой. Если женщина опустилась до шантажа своим уходом, она должна быть готова к закономерным последствиям. Лучше всего молча, демонстративно помочь ей собрать чемодан. Иногда молчанием можно сказать намного больше, чем словами. Вот вспомните, например, гения немого кино Чарли Чаплина. А дальше ситуация, скорее всего, будет развиваться по двум возможным сценариям. Либо женщина передумает от вас уходить, но затаит обиду и, скорее всего, начнет втайне от вас искать новую ветку, на которой можно будет перепрыгнуть. Либо эта ветка у нее уже есть, и она просто соберет вещи и отчалит. В любом из этих случаев помните, если вы услышали от бабы «нам нужно расстаться», отношения уже безнадежно испорчены и реанимации не подлежат. На 6-м месте у нас классическая женская манипуляция «Настоящий мужчина должен». Данная манипуляция является одной из самых мощных на постсоветском пространстве. Еще в советские времена пропаганда насаждала мужчинам концепцию долга перед государством. И по мере усиления матриархальности государства этот умозрительный долг трансформировался в долг перед привилегированным полом, ну как перед наместницами государства в каждой ячейке общества. Не будем забывать, что в те времена матриархальная семья с доминирующей бабой выполняла не столько экономический, сколько политический заказ. То есть каждый женатый советский мужчина получал своего личного мента в юбке, которая удерживала мужчину от асоциальных действий, крамольных мыслей, ну якобы ради семьи и детей. Так безопаснее, так спокойнее. Времена, конечно же, поменялись, а шаблонная манипуляция благополучно перекочевала в новое тысячелетие. Суть этой манипуляции заключается в субъективном оценочном суждении женщины о мужчине, которое она выдает мужчине как медаль в обмен на удобные или выгодные для женщины действия. Ну, как говорится у нас, служи, дурачок, получишь значок. Знакомо, да? То есть, пока мужчина пляшет под женскую дудку, женщина готова называть его настоящим. Самое главное, не путайте манипулятивного настоящего мужчину, который существует только на словах у женщин, с тем образом, который сидит в головах женщин, и который является синергией взаимно исключающих бабских хотелок. Это по сути смесь альфача, лоха и принца на белом коне в одном флаконе. Ну то, что в реальной жизни технически невозможно. То есть для того, чтобы назвать вас настоящим мужчиной, женщина, может быть, и не потребует от вас быть всем вот этим вот. Просто 1 или 2 раза сплясать под ее дудку. Как же противостоять данной манипуляции? Надо понимать, что доказывать свою настоящесть бессмысленно и абсолютно бесполезно. Также бесполезно логически объяснять бабе, что ты ей ничего не должен. Ее хотелка, из-за которой она, собственно, и проводит эту манипуляцию, от этого не исчезнет. А логические доводы очень слабо работают на женский ум. Остается только очень простой и очень элегантный способ – ломка шаблона. Скажите бабе, что вы не настоящий мужчина, и поэтому не будете плясать под ее дудку.
Первой частью фразы вы погрузите ее в ступор и перехватите инициативу. А окончанием фразы вы закроете спор радикально, поскольку, как говорил Штирлиц, лучше всего запоминается последняя фраза. Вот вы сказали, что не будете плясать под ее дудку, и она это сразу запомнит. И больше пытаться использовать на вас эту манипуляцию не станет. В заключение добавлю. Умозрительная настоящесть мужчины предполагает хотя бы элементарное уважение женщины, а современные женщины в большинстве своем не приучены уважать мужчин. Так что признание настоящести на словах будет банальным женским враньем. На 5-м месте у нас манипуляция ближе-дальше, или так называемые качели. Начнем с поговорок. Вот давайте послушаем. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Или вот хорошие мысля приходят опосля. Так сложилось, что того, что имеет, человек не ценит. Обладание, владение чем-то воспринимается как данность. И лишь с потерей приходит понимание важности утраченного. И именно эту особенность человеческого мышления используют женщины в манипуляции ближе-дальше, или, как ее еще называют, качели. Суть данной манипуляции в том, что женщина поочередно меняет два режима отношений к одному и тому же мужчине. В фазе ближе женщина включает свою демо-версию на полную катушку, а в фазе дальше включается режим холодной стервы, которой вы, естественно, безразличны. Цель такого поведения, чтобы мужчина, подсаженный на ништяки демоверсии, ухаживал и добивался, проявлял внимание и танцевал прочие шаманские танцы вокруг ее вареника. А баба при этом будет получать удовольствие как моральное в виде поднятия самооценки от своей востребованности, так и гормональное в виде всплеска эндорфина. Об этом детально я говорил в касте «Френдзона. Бесплатные клоуны». Кому интересно, пересмотрите. Вестись на данную манипуляцию категорически нельзя, поскольку она цикличная. Даже если для повтора демки женщине будет достаточно вашего прогиба, без материальных вложений, в очень скором времени она повторит свой трюк. Женщины вообще существа ненасытные. Дай им палец, и они вам отхватят руку по локоть и еще потребуют. Как бороться с этой манипуляцией? Разумеется, резко и решительно. Поговорить с женщиной только один раз. Либо оставить сообщение в соцсети, либо сообщение на автоответчике. Озвучить ей принцип открытой двери, четко по Селезневу. И после этого больше не выходить на связь первым. В случае успеха вы инвертируете ситуацию, и уже она будет за вами бегать. В случае неудачи вы просто сольете манипуляторшу. Баба с возу кобыле легче. Главное в данной ситуации – это ни о чем не жалеть. Напоминайте себе почаще, что баб много, а вы у себя любимого один, и вы никому не позволите вытирать об себя ноги. На 4-м месте у нас самое главное женское оружие, их любимая манипуляция. Я обиделась. Начнем с того, что есть существенная разница между реальной обидой, за которой женщина еще вам отомстит, и отомстит весьма изощренно, и непосредственно манипуляцией. Манипуляция проводится на ровном месте или по незначительному поводу, а вот реальная обида может иметь далеко идущие последствия. В лучшем случае вам пересолят борщ, а в худшем сыпанут в еду какой-нибудь белый порошок. Как там говорилось в «Игре престолов», оружие мужчин – сталь, оружие женщин – яд. Убить не убьет, но на фаянсовый трон вы можете воссесть надолго. Женщины крайне злопамятны и очень изощренны в мелких пакостях. Но вернемся к манипуляции. Суть ее в том, что женщина обижается на какую-нибудь незначительную мелочь и выставляет себя обиженкой. Или вообще делает это совершенно без причины. Она намеренно не сообщает мужчине о причине обиды и старается о ней не говорить с вами, чтобы создать видимость нерешенной проблемы для мужчины. Таким образом, женщина пытается воздействовать на мужской инстинкт «вижу проблему, решаю проблему». Цель данной манипуляции – завиноватить мужчину и получить с этого какую-то выгоду. Причем выгода может лежать в очень широком диапазоне – от оленьего прогиба с букетом до покупки айфона или ноутбука. Причем
Манипуляция может принимать самые разные формы. Женщина может либо молчать, не звонить, уходить в себя. Может, напротив, стать холодной, колкой, хамоватой, предъявлять какие-то иные претензии. А может тихо в уголочке пустить крокодилью слезу. Но так обязательно, чтобы мужчина ее увидел или услышал. Потому что любая женщина та еще актриса. Как реагировать на эту манипуляцию? Да никак. Игнорировать. Если, конечно, женщина не пытается активно причинить вам неудобства. Деятельно. Как говаривал мой дедушка, побольше поплачет, поменьше поссыт. Не вступайте в переговоры с террористкой. Займитесь важным делом, отвлекитесь. Работа там, хобби. Если у вас есть время и желание, проведите контрманипуляцию. Что-нибудь в стиле «я пошел в стрип-бар, вернусь поздно и пьяный». Поверьте, баба моментально сменит тактику. Самое главное – это выработать в себе безжалостность к женщине. Если бы у нее была реальная проблема, она бы сообщила о ней прямо. А мы, как люди разумные, решаем проблемы только по мере поступления. На третьем месте у нас манипуляция, чемпион среди женских отмазок «я не виновата». Начну с озвучивания очень простой истины. Женщины любят косячить, но не любят отвечать по полной за свои косяки. Поэтому при каждой удобной возможности они пытаются переложить свою вину на обстоятельства, других людей, а еще чаще на самого мужчину. И если в первых двух случаях цель манипуляции – это избежать вашего гнева и по возможности надавить на жалость, то в третьем случае это еще и попытка вас завиноватить, чтобы перехватить инициативу в конфликте и полностью инвертировать ситуацию. Давайте рассмотрим несколько простых примеров. Например, вы только что познакомились с женщиной. В разговоре выясняется, что у нее есть ребенок от другого мужчины. И она начинает рассказывать вам обычную РСПшную сказочку. Пил, бил, изменял. Знакомо, да? То есть перекладывать свою вину за развал семьи на бывшего мужа или сожителя. Или вот еще пример. Мужчина доверяет женщине свою машину, она ее царапает. Тут будет обычный набор из отговорок про скользкий асфальт, плохие погодные условия. Возможно, даже женщина выдавит крокодилью слезу, чтобы мужчина ее пожалел и простил. А возможно, скажет, сам виноват, нужно было вовремя резину менять. И еще предъявит пару встречных претензий, но уже по другому поводу, чтобы морально растоптать мужчину и перейти в контрнаступление. Как противодействовать этой манипуляции? Во-первых, твердо стойте на своем. Не забывайте о предмете претензий к женщине. Не дайте ей сменить тему разговора и заговорить вам зубы. Помните главное, зачастую поднятый вами вопрос – это даже вопрос не вины, это вопрос пригодности, вот как в случае с РСП. Мужчине, в принципе, должно быть глубоко наплевать, по каким причинам баба прошляпила свою семью. РСП для него является непригодной для отношений, что называется «спасибо за уделенное время, до свидания, следующее». Я повторюсь, проявите твердость, не бойтесь быть категоричным, это признак высокого ранга. РСП в стране у нас много, а вы у себя любимого один. Поэтому вам нужно выработать в себе требовательность к женщинам, безжалостность и потребительское отношение. Отчасти потому, что большинство женщин именно так и относятся к мужчинам. Так что будет вполне справедливо, если вы тоже будете к ним так относиться. Во-вторых, ни в коем случае не ведитесь на крокодильи слезы. Любая женщина – та еще актриса, и для нее заплакать, это как вам на асфальт сплюнуть. А если женщина пытается вас вообще завиноватить, стойте на свое. Надо понимать, что попытка завиноватить – это уже начало скандала. А скандал – это очень удобное для женщины поле, чтобы на уровне эмоций выйти победительницей из спора. Не забывайте, что женщины мыслят лимбической системой, а лимбическая система как раз отвечает за эмоциональную сферу. Женский мозг лучше приспособлен к выяснению отношений на эмоции. Поэтому ни в коем случае не допускайте скандала. Верните ее к изначальному предмету разговора и сразу примените санкцию. После этого выходите из разговора как можно резче. Вот как в примере с машиной, можно сказать таким образом. Еще раз, ты поцарапала мою машину.
Мне наплевать, при каких обстоятельствах ты это сделала. Больше ключи не получишь. Ремонт оплатишь из своей зарплаты. Разговор окончен. На втором месте у нас весьма популярная женская манипуляция – лесть. Как пела лиса Алиса, на хвостуна не нужен нож. Ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Лесть, конечно же, не является чисто женской манипуляцией, но именно женщины отточили ее до совершенства. Надо понимать, что мужчины лестью и комплиментами чаще всего не избалованы, поэтому внезапная лесть со стороны женщины может оказаться для любого мужчины неожиданностью, сюрпризом, потому что в нашем матриархальном обществе этого попросту не принято делать. Поэтому любая женщина, льстящая мужчине, выгодно выделяется на общем фоне хамоватых хапалок и базарных баб, с которыми мы регулярно сталкиваемся в нашей повседневной жизни, к сожалению. Женская лесть делится на несколько подвидов. Например, лесть бытовая, когда женщина льстит вашим навыкам, позитивным качествам, каким-то вашим свершением. Чаще всего лесть носит какой-то побуждающий характер, чтобы добиться немедленного результата. Например, женщина может сказать: «Ты так много знаешь о компьютерах, почини мой ноутбук». В более редких случаях женщина может польстить, чтобы погасить негативные эмоции мужчины. Например, сказать: «Ты же такой добрый, щедрый, ты же не станешь ругать меня за то, что я поцарапала твою машину». В данном случае лесть уже идет, чтобы отвести от себя грозу. Но, наверное, самый подлый вид лести – это лесть интимная. Женщина зачастую может польстить в той сфере, нажать на такие точки, которые недоступны мужчинам. Мы, конечно, говорим о лести в адрес гетеросексуального мужчины. Женщина может вам солгать, что вы являетесь лучшим любовником в ее жизни. Или, например, что ваш половой орган самый большой, который она когда-либо видела. Женщины прекрасно знают, как легко можно раздуть или, наоборот, уязвить мужское самолюбие, и часто охотно этим пользуются. Например, это очень хорошо работает в обратную сторону, когда женщина расстается с мужчиной, хочет его уязвить, она может ему рассказать, например, что все оргазмы с ним она имитировала. Что-то такое. Но вернемся к лести. Как лучше всего противостоять данной манипуляции? Прежде всего, нужно уметь объективно себя оценивать. Понимать, когда действительно оценивают ваши реальные заслуги, а когда банально вешают лапшу на уши. Будьте реалистом. Помните, женщины в принципе не привыкли говорить кому-либо комплименты, а мужчине особенно. Они могут наговорить комплиментов своей подруге, но по тому же принципу, что и петух и кукушка. Она похвалила подругу, подруга похвалила ее. А мужчинам обычно льстят только, чтобы что-то получить взамен. То есть, помните, женская лесть почти всегда имеет под собой какой-то корыстный мотив. Если женщина вас нахваливает, то она непременно от вас чего-то попросит. Либо немедленно, либо спустя какое-то время. Так что если вас хвалят, насторожитесь, не обольщайтесь. Вот мы и добрались до самой верхней позиции нашего топа. Пальму первенства по рейтингу Ванталы получает женская манипуляция камбэк. Первое и самое главное, что вы должны помнить в этой ситуации, это то, что женщины – существа совершенно не сентиментальные. Если женщина пытается вернуться, это вовсе не означает, что она по вам как-то заскучала или ночами не спала, вспоминала, какой вы классный. Вовсе нет. Камбэк для женщины – это вполне осознанный шаг, сулящий ей какую-то выгоду. Я напомню, что в матриархальном обществе большинство женщин следует принципу ветки. Женщина, подобно обезьяне, скачущей по деревьям, никогда не отпустит предыдущую ветку, пока не ухватится за следующую. А вот находиться в свободном полете женщины очень не любят, слишком рискованно. Кстати, именно поэтому женское одиночество является мифом. Так вот, камбэк является результатом просчета женщины. Она отпустила вашу ветку, уцепилась за следующую, скорее всего, даже еще несколько веток поменяла, но какая-то из них взяла и не выдержала ее веса, и баба больно шлепнулась на задницу.
И теперь она лихорадочно ищет надежную ветку, на которой можно было бы опять залезть и залезать больное место. То есть, проще говоря, ее жизнь прижала. А вы когда-то имели неосторожность в отношении с ней показать себя надежно. Поэтому баба пытается вас опять захомутать с целью либо продолжить свои поскакушки по веткам, либо чтобы превратить вас в оленя, который будет оплачивать содержание чужого бастарда, которого баба уже успела завести. Но это еще не самый худший вариант. Джентльмены, будьте бдительны. Очень часто камбэк означает, что баба беременна ребенком, хрен пойми от какого альфача, и видит в вас лоха, который станет папочкой. Кстати, в этом случае ее поведение будет очень напористым. Она может сделать вид, что раскаивается, встать на колени, даже дать какие-то клятвы, может быть даже на крови. Не обольщайтесь. Женщины никогда не держат своего слова. Чем напористее баба умоляет ее взять назад, тем большее дерьмо по собственной глупости она зачерпнула полной горстью. И если вы сами не хотите запачкаться в этом дерьме, гоните такую бабу в зашей. Не ведитесь на ее крокодильи слезы. Будьте безжалостны. Есть и другой типаж поведения при камбэке. Баба может начать вам мозолить глаза, писать смски или сообщения в соцсетях. Она будет вам писать в пабликах, которые вы читаете, подстраивать якобы случайные столкновения в реальной жизни. Все это ради того, чтобы вы сделали первый шаг сами. Это ей нужно для того, чтобы сразу занять доминирующее положение. То есть типа вам надо, вы соскучились, вы там что-то вспомнили, они-то знают, что мужчины существа сентиментальные как раз таки. Но в этом случае необходимо поступить еще проще, просто игнорируйте такую бабу. Давайте подытожим. Камбэк – это всегда возвращение после как минимум одного другого мужчины. То есть в бабе уже побывал минимум один чужой член. И если мужчина готов после этого принять бабу назад, он автоматически становится куколдом. Плюс вам нужно понимать, что раз баба от вас ушла, она вас предала. А с предателями ни в какие отношения вступать нельзя. Иначе вы еще раз получите нож в спину.